Актуальные вопросы из послания президента страны обсудили кызылординские студенты университета Корктата. Больше всего их заинтересовали реформы в системе образования, которые анонсировал глава государства. В формате дискуссии обсудили и основные тезисы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым, о предстоящем референдуме по вопросам строительства атомной электростанции в Казахстане, о формировании у молодежи активной гражданской позиции, о востребованных профессиях на рынке труда. Студенты открыто высказывали свои мнения и суждения по ключевым вопросам, акцентированных президентом страны. За круглым столом, посвященным посланию президента, принимали участие проректор университета Жандос Базартай, директор Палаты предпринимателей Пирмухамед Сыздыков, комплайенс-офицер Адельбек Жаппаспаев, руководитель университетского центра предпринимательства Жанараз Тубекбаев и директор Института экономики и права Гульшат Дузельбаева. Послание президента – это не просто документ, а план действий, который направлен на развитие нашей страны и повышение благосостояния каждого гражданина. В нем затронуты ключевые вопросы образования, экономики, социальной политики, цифровизации. И, конечно же, нельзя не отметить важность атомной электростанции, о которой говорится в послании. АЭС – это не просто станция, это инвестиция в будущее Казахстана. Это источник чистой и доступной энергии, который обеспечит устойчивое развитие нашей страны на долгие годы. Мы должны быть активными гражданами, заинтересованными в развитии нашей страны. Мы должны изучать, анализировать, предлагать идеи, участвовать в проектах и не бояться брать на себя ответственность. Я уверен, что вместе мы сможем создать светлое будущее для Казахстана. Я очень рад, что у нас есть возможность обсудить послание президента. Для меня особенно важна тема атомной электростанции. Мы живем в эпоху перемен, и Казахстан должен идти в ногу со временем. АЭС – это шаг в будущее. Он позволит нам развивать экономику, создавать рабочие места и обеспечивать энергетическую безопасность. Я считаю, что важно поддержать этот проект и внести свой вклад в его реализацию. Ведь будущее нашей страны – это наше будущее.